А тем временем в эти минуты на заседании правительства Коми решается вопрос о компенсациях за посещение детского сада. Это улучшенная мера поддержки семей с детьми, которая входит в пакет демографических инициатив главы республики. Напомним, недели ранее закон Сергея Гапликова был принят единогласно на заседании Государственного совета региона. Теперь же Кабинет министров рассматривает изменения в постановлении республиканского правительства о компенсации родителям и законным представителям платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Коми. Напомним, в соответствии с изменениями предлагается повысить показатель, который влияет на получение компенсации. После принятия нормативного документа ее будут выплачивать семьям, чей доход не превышает 2,5-кратный размер прожиточного минимума. В результате уже с сентября этого года более чем в 3 раза увеличится количество получателей данной меры поддержки. Если сейчас ее получают около 18 тысяч семей, то после воспользоваться поддержкой смогут почти 53 тысячи ячеек общества. Рассматривают члены правительства и другие вопросы, в их числе организации прохождения северного завоза в Коми в преддверии зимнего сезона, а также ситуация и принимаемые меры в связи с участившимся выходом диких животных к населенным пунктам республики. Последняя тема для нашего региона в этом году особенно животрепещущая. Практически каждый день приходят сообщения о новых случаях выхода жителей леса к человеку. И вот новое. На этот раз медведь облюбовал улицы пригорода Сыктывкара. Житель Нижнего Чова Сергей Вилков накануне опубликовал на своей странице одной из социальных сетей записи с камер видеонаблюдения. В кадре видно, как косолапый бегает по улице Урожайная возле бывшего магазина «Човка». И это в 12 часов дня. По словам мужчины, хорошо еще, что в это время дети не возвращались из школы. Столь дерзкая вылазка в столице Коми уже не впервой. А больше всего диких животных последние дни видят у Синдера, Ухты, Усинска и в Троицко-Печорске.